Научить полноценно жить тех, чьи возможности ограничены – одна из важнейших задач сопровождающих соцработников. Они учат особенных людей простым для остальных, но таким трудным для них навыкам. Я люблю готовить. А сегодня на ужин что у вас запланировано? У нас картошка с курицей. В настоящее время 50 подопечных живут и трудятся в стенах современной альтернативы дома-интернат. Каждому из них предоставляется отдельная комната со всеми удобствами. Мне 19 лет. Я работаю керамистом, но за свою зарплату купил телевизор. В моей комнате находится телевизор, и ноутбук. Сопровождаемые после прохождения адаптации и социализации успешно трудятся на открытом рынке труда. Меня здесь всему научили, я уже самостоятельно и супы готовлю, и самостоятельно передвигаюсь по городу. От выбора профессии до работы по специальности. Не менее важным является трудоустройство людей с инвалидностью. С прошлого года работает мастерская «Арт-Сетим», где работают швеи и гончары. Мы с ребятами создаем изделия из глины. Сейчас вот как раз готовимся к исыху. Лепим балаганчики, окуриватели для дома. К исыху также готовятся и швеи. В мастерской они изготавливают текстиль для кухни и различные изделия. Нравится работать. А у лбах мы сначала отмеряем сантиметры и детали. Длительность рабочего дня составляет 4 часа. Организация сотрудничает с различными предприятиями, которые готовы предоставить рабочие места для людей с ОВЗ. Мы также очень тесно сотрудничаем с Центром занятости. По соглашению акционерного общества «Золото Селигдара» ребята получают заработную плату. Работа соцработников не только меняет жизни подопечных, но и способствует созданию более инклюзивного общества. Организация «Сетим» продолжит и дальше выполнять свою важную миссию по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья. Даяна Федорова, Элита Махно, Якутск.